Заседание Евразийского межправительственного совета прошло в Минске в очном формате с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при ЕАЭС, Кубы и Узбекистана и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Итоги первых 5 месяцев текущего года показывают положительную динамику роста ВВП. В январе-мае 2022 года объем ВВП Кыргызской республики сложился в сумме 270 миллиардов сомов, и реальный темп роста составил 105,7%. Внешнеторговый оборот Кыргызстана за январь-апрель составил 3 миллиарда долларов США, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 43,3%. Рост взаимной торговли с государственными членами Союза за 4 месяца составил 16,3%, при этом экспорт вырос на 26,4%, а импорт на 13,3%. Вместе с тем инфляция растет. Главы правительств стран ЕАЭС обсудили некоторые вопросы: введение маркировки товаров средствами идентификации в Союзе, создание комиссий по кооперации и импортозамещению приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности, программу совместных действий государств-членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей, а также подвели итоги деятельности Союза по основным показателям и определили приоритеты на будущее. Как было отмечено председателем Высшего Евразийского экономического совета, президентом Кыргызской республики Садыром Нуркожоевичем Джапаровым, в условиях мировой экономической трансформации и влияния внешних негативных факторов нам необходимо консолидировать совместные усилия для обеспечения экономической и финансовой стабильности Союза. Сегодня хочу обратить ваше внимание на следующие первоочередные меры, которые, по нашему мнению, требуют пристального внимания для решения на уровне Союза. Первое. В краткосрочной перспективе нам необходимо внедрить механизмы по минимизации рисков, связанных с дефицитом социально значимых продовольственных товаров на внутреннем рынке Союза, в том числе механизмы скоординированной политики обеспечения продовольственной безопасности с учетом первостепенного насыщения собственного рынка Союза. Второй мерой Акылбек Джапаров обозначил ускоренное восстановление нарушенных кооперационных бизнес-цепочек. Позвольте обратить внимание на тенденцию распространения применяемых государственными членами Союза односторонних мер нетарифного регулирования в торговле с третьими странами на взаимную торговлю. Нам необходимо совместно определить механизмы, позволяющие снять риски для всех государств-членов ЕАЭС. Второе. Ускоренное восстановление нарушенных кооперационных бизнес-цепочек. В результате беспрецедентных санкций Запада налаженные кооперационные связи и цепочки в некоторых секторах экономики были нарушены. В этих условиях производители заинтересованы в наращивании импортозамещения как конечной продукции, так и комплектующих. По некоторым ключевым секторам экономики у нас имеется достаточный потенциал для замещения импортных товаров на внутреннем рынке Союза. Следующей первоочередной мерой, по мнению главы Кабмина, является укрепление устойчивости финансовых рынков и экономик стран-участниц объединения к внешним шокам и создание условий для эффективной мобилизации и инвестирования финансовых ресурсов. Предлагаю запустить евразийскую инициативу облигационного рынка с котировками в национальных валютах. Данная инициатива могла бы обеспечить гармонизацию нормативной базы рынка облигаций, развитие инфраструктуры облигационного рынка, общую площадку для обсуждения мер и политик в области рынка облигаций в национальных валютах, что в конечном итоге будет содействовать трансграничному выпуску и торговле облигациями в валютах государств-членов Союза. В рамках инициативы может быть также учрежден облигационный фонд, пул финансовых ресурсов, которые будут инвестированы в облигации в национальных валютах стран-участниц Евразийского экономического союза. Кроме того, под эгидой этой инициативы можно запустить гарантийное агентство для эмитентов облигаций в национальной валюте. Обращаясь к участникам заседания, Акылбек Джапаров поблагодарил их за участие в Евразийском экономическом форуме, прошедшем в Бишкеке 26 мая, отметив, что данное мероприятие позволило обсудить очень важные направления развития экономической интеграции. Завершая свое выступление, глава Кабмина пригласил глав правительств, участников Совета, на очередное заседание, которое состоится на побережье нашей жемчужины, озере Иссык-Куль, ставшим традиционным местом летних встреч. По итогам заседания Евразийского межправсовета Акылбек Джапаров сделал заявление для представителей СМИ. Он отметил положительную работу Евразийской экономической комиссии, направленную на реализацию приоритетов ЕАЭС, обозначенных в начале года президентом Кыргызской республики в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета.
Это достижение целей, заложенных в стратегических направлениях развития экономической интеграции до 2025 года, обеспечение принципа 4 свобод, реализация кооперационных проектов по импортозамещению, обеспечение продовольственной безопасности Союза. Несмотря на непростую мировую экономическую ситуацию, наблюдается рост торговли стран ЕАЭС. В ходе заседания рассмотрен ряд вопросов, направленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества государств-участников ЕАЭС, заслуженные доклады комиссии о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Союза, о создании и развитии транспортной инфраструктуры ЕАЭС в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь», о реализации проектов в рамках цифровой повестки Союза. Стороны также заслушали информацию о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах в части общих правил конкуренции за 2021 год. О введении маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, кроме того, состоялся содержательный обмен мнениями по другим актуальным вопросам нашего взаимодействия в рамках евразийской интеграции. Участники Совета отметили, что итоги заседания принесут выгоду всем членам евразийской интеграции и будут способствовать улучшению качества жизни граждан наших стран. Юлия Ценко, Инна Тергишева, ЛТР Бишкек.